Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня для вас будет проведен мастер-класс «Как стать учителем начальных классов». Мастер-класс подготовлен кафедрой теорий и методик начального образования Института педагогики Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы. Каждый из вас должен понимать, что учитель – это не просто профессия, это состояние души, это образ жизни, это личность, находящаяся в гармонии с собой и окружающим миром. Мы четко должны понимать, что профессию учитель нужно выбирать обдуманно, целенаправленно. В данной профессии не может быть случайных людей. Учитель должен быть образцом во всем, а учитель начальных классов закладывает не только азы знаний, но и дает жизненные ориентиры маленькому человеку, прививает любовь к учению, раскрывает в учениках их лучшие моральные качества. Если спросить каждого из вас, что же входит в профессиональные обязанности учителя, то я думаю, что многие ответят: учитель должен проводить уроки. На этих уроках он выдает новую информацию для учеников. Также на уроках ученики повторяют пройденный материал и закрепляют. Учитель выставляет оценки и контролирует усвоение знаний. Также организует самостоятельную работу. Я думаю, многие из вас вспомнят, что учитель занимается и воспитательной работой, а именно проводит с обучающимися различные интересные и полезные мероприятия. Если же в классе есть проблемные ученики, то с ними учитель индивидуально работает. Думаю, что некоторые из вас вспомнят, что профессия учителя не самая простая, потому что учитель всю жизнь сам должен учиться, он постоянно самообучается, проходит различные курсы повышения квалификации, принимает участие в семинарах, конференциях, в конкурсах. На самом же деле учитель должен уметь многое. Он не только должен проводить обучение и планировать свой материал, но также должен обеспечивать выполнение программы в полном объеме, участвовать в методической работе, оптимизировать обучение. Учитель должен анализировать успеваемость учеников, обеспечивать соблюдение дисциплины. Учитель формирует знания, умения и навыки обучающихся, стимулирует мотивацию, проводит и факультативы, и кружки. Также учитель консультирует не только учеников, но и их родителей, проводит родительские собрания, оформляет кабинет, это одна из обязанностей учителя. Кроме того, учитель должен быть эрудированным и должен знать предмет и методику преподавания своего предмета. Башкирский государственный университет – это университет с богатыми традициями, который осуществляет обучение по многим направлениям. В частности, в Институте педагогики на кафедре теорий и методик начального образования идет подготовка по профилю «Начальное образование». Для того, чтобы поступить на данный профиль, необходимо предоставить результаты ЕГЭ по 3 предметам, 2 из которых являются обязательными. Это русский язык и обществознание. 3-й же предмет по выбору – либо биология, либо математика профиль. Учащийся выбирает и предоставляет результаты ЕГЭ по тому предмету, биология или математика профиль, где у него лучше балл. Срок обучения на очном отделении – 4 года, бакалавриат. 2-я ступень после окончания бакалавриата, получения диплома бакалавра, ученик, студент может продолжить свое обучение в магистратуре. Если очно – это 2 года обучения, заочно – 3 года обучения.
Но запомните, ребята, как только вы получили диплом бакалавра, вы уже имеете право работать в общеобразовательных учреждениях. Если же вы задумались над своей карьерой и впоследствии в будущем хотите быть не просто учителем начальных классов, а, допустим, директором школы, или пойти куда-то в Министерство образования, то вам, конечно, надо будет поступать в магистратуру и обучаться там. Какие же существуют преимущества обучения в нашем университете? Как уже было сказано, после окончания университета и получения диплома бакалавра можно продолжить обучение на магистрантских программах. Опять же, каждый студент у нас обеспечен стипендией и общежитием для иногородних. Причем общежитие находится в шаговой доступности от учебного корпуса. Еще один немаловажный плюс, преимущество обучения в нашем вузе, это то, что образовательные курсы, читаемые в нашем университете, представлены в онлайн-среде ЛМС. Данная среда специально была подготовлена для нашего университета несколько лет назад, еще до того, как началась пандемия. Преподаватели и студенты нашего вуза перешли на эту онлайн-среду. И сейчас в данных условиях мы очень спокойно выходим из этой критической ситуации, когда и студенты, и преподаватели находятся на самоизоляции, и образовательный процесс у нас идет без сбоев в полном объеме. Еще один плюс, преимущество обучения в нашем вузе, то, что уже с первого курса студент получает возможность познакомиться со своим будущим работодателем. Каким образом это происходит? Студенты нашего вуза, в частности Института педагогики, кафедры теории и методик начального образования, уже на первом курсе выходят на свою первую практику. Она ознакомительная на первом курсе, на втором и далее третьем, четвертом курсах практика уже учебная, более интересная. Там уже на старших курсах наши студенты сами ведут уроки, проводят воспитательные мероприятия, классные часы, то есть показывают себя, насколько они овладели компетенциями, насколько они могут работать в том или ином заведении. То есть на практике, показав себя, студент уже может зарекомендовать с хорошей стороны. И руководство школы, там, где он проходит практику, как правило, таких студентов сразу замечает и приглашает к себе после окончания вуза на работу. Также Башкирский государственный педагогический университет принимает активное участие в государственной программе по реализации грантов. Наши студенты являются призерами по приобретению, по выигрышу грантов. Кем же может работать или где может работать выпускник Института педагогики, в частности, если он учился по профилю начальное образование? Конечно же, в общеобразовательных учебных заведениях. Также может работать в специализированных школах с углубленным изучением отдельных предметов, учреждения культуры и дополнительного образования или частных школах. Свою карьеру можно повысить каким образом? Вы можете организовать собственную частную школу, или вы можете продолжить обучение в аспирантуре, или можно организовать курсы повышения квалификации для других учителей, допустим. На нашей кафедре, на кафедре теории и методик начального образования, оборудованы мастерские для подготовки студентов к участию в чемпионатах WorldSkills. Движение WorldSkills Russian на данный момент является одним из самых популярных и перспективных направлений. Наша кафедра активное участие принимает в этом движении. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russian
проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со стандартами. Студенты Института педагогики активно принимают участие в демо-экзаменах и в чемпионатах и получают призовые места. Кроме этого, на нашей кафедре теории и методик начального образования, студенты очень активно участвуют в волонтерской работе, что также немаловажно, и очень часто мы можем видеть ролики по местному телевидению или в YouTube, где как раз освещается данная работа волонтерская наших студентов. Итак, ребята, если вы хотите быть в центре событий общественной жизни, идти в ногу со временем, вам нравится общение с людьми, вы хотите и можете нести новые знания людям, прививать моральные ценности, то мы рады приветствовать вас в нашем вузе и будем с нетерпением ждать, что вы к нам поступите. Ну а сейчас спасибо за внимание.